проделывать ручной стежок. Мастерицы 6 класса внимательно слушают преподавателя. На столе уже подготовлены иголки с нитками, ножницы и красная ткань. Сегодня девочкам предстоит шить для дежурных по школе повязки на руки. Делают они это уже не первый раз, поэтому сразу приступают к делу. Вот так, то есть одним пальчиком. Смастерить или шить здесь можно абсолютно все. Рукоделие детям нравится. Уроки технологий для школьников – настоящий отдых. Мадина Тачиева – отличница учебы. Большинство школьных предметов даются ей легко. Однако именно технология – любимый урок девочки. У меня любимый урок – технология, математика, русский и литература. Делаем повязки для дежурных детей. Для детей нужно повязки, чтобы им знать, детям знать, чтобы они дежурные. А вот что уже успела сделать? Я уже один шила, и другой уже начинаю. Я хочу познавать и дальше технологию, я хочу шить. Оборудование в кабинетах не хуже, чем на производственных фабриках, признается преподаватель. Швейные машинки, отпариватели, кроечный стол и многое другое. Детям созданы все условия для развития творческого потенциала. Предмет технологии, он такой всеобщеразвивающий, то есть они получают знания, все по чуть-чуть. То есть это глобальное саморазвитие самого ребенка. Тут используется, что мелкие, крупные детали, то есть работа с полным изделием, также работа с мелкими деталями, лоскутной техники, также применяется техника, декоративно-прикладное искусство в первую очередь. Они не просто работают с тканями, но и будут работать с красками по ткани. Эта работа называется роспись по ткани, батика. Также работа с глиной идет, это у нас последующие уроки с ними. А вот у мальчиков все по-другому. Вместо простых парт столярный верстак. Инструмент должен быть под рукой. Быстрыми и точными движениями рашпилем Майырбек Джанхоев заканчивает сегодняшнее изделие. Скворечник почти готов, осталось совсем немного. К уроку труда Майырбек относится ответственно. Я тут делаю скворечник. Я почти закончу, просто надо вот это впереди сделать и все. Мы рисуем разные дома, столы. В доске нам выставляют оценки. Вот Знаешь про технику безопасности, что как действовать пилой? Да. Если пилишь, например, дерево, что-то, надо одеть очки, потому что глаз может попасть не так. Освоив азы, ребята приступили к изготовлению разных подделок. Для этого здесь есть все необходимое. Мастерская оснащена по последнему слову техники. Парни учебе информационным технологиям предпочитают обработку металлов и древесины. Как раз ее сейчас и изучают. Все это и многое другое стало возможно благодаря нацпроекту образования, в рамках которого и была построена 5-я школа. Проект предполагал 4 основных направления развития системы образования: создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профкадров, а также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой. Сегодня это позволило мальчикам и девочкам учиться и заниматься в стенах школы. Каждый кабинет, они оснащены и компьютерами, принтерами, интерактивными досками. Помимо этого, также у нас есть лингофонный кабинет, кабинеты для технологии, кулинарные, швейные для девочек, кабинет робототехники. Дети также после уроков могут заниматься неурочной деятельностью. У нас предоставлены кружки по различным предметам и также спортивные секции дзюдо, карате. От простых иголок к швейным машинкам, от полена к скворечнику. Впереди у ребят целый учебный год, чтобы набраться опыта в этом деле. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24.